Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Грандиозный скандал в ФИФА. Это наше событие сегодня. Скандал, который российское телевидение, российская пропаганда уже объявила абсолютно политическим. Там нет футбола, там только политика. Мы сегодня об этом поговорим с нашим гостем Сергеем Микулик. Здравствуйте, спортивный обозреватель, главный редактор НТВ+. Баскетбол. Ну, в недавнем прошлом, но тем не менее. Но тем не менее, да, много-много-много разных почетных у Сергея спортивных должностей. Итак, мы говорим сейчас о том с вами, в какую роль во всей этой истории играет политика, какой вклад здесь, собственно говоря, внес президент этой ассоциации Йозеф Блат. Это все мы обсуждаем. И я объявлю, что через какое-то время с нами на связи будет Александр Рар. Это известный политолог из Германии. И с нами также на связи уже Павел Ивлев на скайпе. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Павел из Соединенных Штатов. Это очень важно, что у нас есть гость из Соединенных Штатов, потому что, я еще раз подчеркну, сегодня с раннего утра я слушаю про этот скандал ровно в том ключе, что все это диверсия Соединенных Штатов против России. Вся эта история с арестами крупных чиновников футбола связана с тем, что Соединенные Штаты всеми силами препятствуют Российской Федерации к проведению чемпионата мира по футболу 2018 год. И, уважаемые слушатели, делитесь своими впечатлениями. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса, что здесь нет футбола, здесь политика? Давайте начнем, Сергей, с вас. Вы сегодня все это услышали, но никакого же сюрприза для вас, наверное, не стало. Не стала эта история сюрпризом. Честно говоря, да, потому что этот доклад комиссии ФИФА, он был закрытым, но о чем там говорилось, было примерно ясно. Другое дело, что, как говорится, за руку мы не пойманы, я имею в виду, если называть вещи своими именами, купили ли мы чемпионат мира 2018, а именно количество голосов, необходимое для его проведения в России. Вот и все. Да, то, что касается нас, потому что если эти милые люди брали просто взятки как откаты за использование коммерческих прав в турнирах, телевизионных прав, турниров, не относящихся к чемпионату мира 2018, нас это, наверное, волнует в меньшей степени, потому что, что делать, как говорил герой фильма «Берегись, автомобили воруют». Спасибо, Сергей. И с нами на связи Александр Рар. Александр, я хотела бы спросить вас. Вот сегодня мы видели в прямом эфире с честным таким добросовестным переводом по российскому каналу пресс-конференцию Валтера Д. Григория. Это спикер, это пресс-секретарь, пресс-атташе ФИФА. Он говорил о том, что категорически не имеет никакого отношения президент Йозеф Блат ко всей этой истории, хотя бы по той причине, что 18 ноября он сам лично понес документы в прокуратуру, швейцарскую прокуратуру, в частности, в этих документах, собственно, на своих коллег, на своих чиновников. И в этих документах, в этой папке был доклад знаменитой Гарсии, американского прокурора, мы о нем еще поговорим, который разбирался с историей голосования по чемпионатам мира в Катаре и в России. И вот я хотела бы вас спросить, как соотносится вся эта история с тем, что швейцарская прокуратура начала дело по заявлению вот этих чиновников ФИФА, с тем, что сегодня мы говорим о том, что американцы все-таки запрос дали на аресты вот этих вот чиновников. Как вы бы нам увязали две вот эти линии? Одна внутри швейцарская, другая американская. Ой, честно говоря, я не знаю. Все это произошло настолько быстро, настолько все шокировано. Шокирующие обстоятельства, арест фактически 1/3 так называемого политбюро этого ФИФА, что очень сложно сейчас какие-то из этого делать выводы. Но мне кажется, что скандал назревал уже достаточно долго. Про Блаттера уже писалось уже больше года, что он вляпался во все возможные скандалы. Почему это идет из Америки, я не знаю. Я знаю только, что, видимо, нужно будет подождать, пока все факты будут лежать на столе, пока не через одну пресс-конференцию, а тоже от тех служб, которые сейчас это все раскрывают, мы услышим какие-то подобные комментарии. Тогда можно будет узнать, о чем вообще идет речь, потому что здесь у нас же тоже про разные информации идет. И говорят, что расследования ведутся по
взяткам, которые, видимо, были даны в 90-е годы. Другая информация звучит о том, что сейчас идет коррупция насчет передачи чемпионата мира России и Катару. Я думаю, что пока мы действительно находимся в стадии гадания, о чем идет речь. И нужно, видимо, еще подождать какое-то время перед тем, как делать четкий анализ и комментарий к этому всему. Александр, ну мы спросим у Павла Ивлева, конечно, вот сейчас буквально как американская сторона трактует свои обвинения, они существуют уже, но вот сам факт того, что российское телевидение сегодня объявляет, что Блад это пострадал исключительно за то, что он поддержал Россию в ее борьбе за чемпионат мира 2018 года, что это по письму американских конгрессменов было устроено, там написали 2 американских конгрессмена, что хорошо бы его переизбрать, потому что его политика не способствует делу футбола, он поддерживает кровавый режим Путина. Действительно было такое письмо. И вот, увязав все это, российское телевидение делает вывод, что здесь нет футбола, здесь есть политика, здесь есть личная месть Блатту со стороны Соединенных Штатов за то, что он помогает России. Вот вы бы когда-то такой вывод сами сделали на основании того, что вы видите вокруг себя и вокруг этого человека? Я бы сказал бы так, что это, конечно, с моей точки зрения, правда, чрезмерное преувеличение, но я тут могу понять российскую психологию в нынешней ситуации, когда, особенно после Евровидения, в очень известных и уважаемых западных газетах идет просто издеваловка над российской участницей в этой самой Eurovision. И, конечно, в этом есть тоже политика. Во всяком случае, в этом все подозревает в нынешней ситуации, что за этим стоит политика. Так что так однозначно говорить, что во всем этом нет политики, я не могу сказать. Нужно подождать, пока, опять-таки, мы будем иметь все факты на столе, когда мы будем понимать, почему действительно американская сторона взялась за эти расследования, а не европейские. Почему меня больше всего удивляет не Германия, которая, в принципе, в FIFA играет, но не самую последнюю роль. Здесь просто разводит руками и не понимает, что происходит. То есть там, я думаю, что какая-то, может быть, не политическая, но какая-то такая очень изощренная интрига в этом всем есть. Но узнать мы только это можем тогда, когда все факты будут на столе. Да, Александр, я вот сейчас обращусь к Павлу Ивлеву, чтобы, может быть, вам тоже интересно все-таки будет послушать, что он скажет, но я все-таки у вас уточню. Я была только что на Евровидении в Вене, я никакой ни в прессе, ни в зале, я не видела никакого издевательства по отношению к российской участнице. Я видела исключительно теплый прием публики, я была в самом зале. Я не очень понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите об издевательстве в ее адрес. Полина Гагарина. Читайте газеты сегодняшние, вчерашние, ФАЦ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt. А за что? А за что они какие ее? Комментарии идут на эту тему. А за что? Это все? За что? Да, за что они? Пишут, что за что это самое пишут, что это пропагандистская песня была, что не дай бог бы Гагарина бы еще выиграла бы, тогда бы вообще был бы скандал бы. Идет вот действительно вот даже на такой, к сожалению, на таком уровне культурного восприятия, культурного сотрудничества идут оттенки холодной войны. Это исключительно невозможно. Мы живем в очень сложное время, где конфликты есть, поэтому в этом участвуют особые тоже некоторые журналисты, не все, конечно, но мне говорили, кстати, тоже люди, которые были в зале, что да, были тоже много аплодисментов в адрес Гагариной, но были и возмущения, когда она начинала набирать очки. Это тоже чувствовалось. В всяком случае, по телевидению это тоже было услышано. То есть ситуация, я говорю, не совсем однозначная, не совсем простая. Конечно, сейчас ситуация, в которой мы в Европе живем, конфликт в Украине, он поощряет всякие рода политические спекуляции, конфликты и противостояния.
Да, понятно. По поводу того, что уже было при подсчете голосов, действительно, мне тоже рассказывали о том, что пришлось смикшировать некое зашикивание, когда она начала набирать голоса, было разочарование в зале, это правда. Это я об этом слышала, но по телевизору этого не ощущалось из-за того, что якобы были применены вот такие микшированные Я думаю, что расследование подсчета голосов на телевидении еще впереди. Еще впереди, да, она расследует еще. Свои посадки. Итак, Павел, пожалуйста, скажите нам, вот эта история расследования всех этих действий чиновников ФИФА, она ведь давно началась в Америке. Я слышала о том, что она, по крайней мере, с 2011 года идет. Открыто было дело, которое толчком, к новому толчку которого стала вот эта история с тем, что Йозеф Блаттер не включил в доклад по расследованию обстоятельств голосования за Россию и за Катар все доводы прокурора Гарсии, американского прокурора, и поэтому тот в знак протеста уволился, ушел из ФИФА, которая его нанимала для этого доклада. Лицо, продолжил расследование. Вот это дало толчок, новый толчок американцам для продолжения расследования. А с чего начиналось? Почему в Америке это все началось? Слишком много вопросов сразу, давайте попробуем их разложить по полочкам, потому что, мне кажется, взгляд из России, он, конечно, сильно неадекватен. Значит, во-первых, было расследование, которое вело само ФИФА внутри себя, и для этого они наняли бывшего американского прокурора, вот этого Гарсию, который там, значит, долго очень все это ковырял и сделал для них внутренний доклад, который они прочитали и не стали публиковать. После чего, значит, господин Гарсия, значит, возмутился, сказал, что вы неправильно, значит, оцениваете мою работу, почему вы это не публикуете, я много чего нашел. А ФИФА просто уволила какого-то своего там ключевого сотрудника, который непосредственно в этом был замешан. Но это частное совершенно дело частной компании, каково является ФИФА. Да? Давайте не будем забывать о том, что, в общем-то, ну, это, конечно, формально говоря, некая международная организация, но по большому счету это, значит, очень серьезный такой транснациональный бизнес, который оборачивает несколько миллиардов долларов в год. Поэтому давайте все-таки будем это тоже понимать. Этот бизнес очень закрытый, там нету акционеров, которые бы его контролировали. Соответственно, значит, они закрыли результаты этого расследования, которое сделал бывший прокурор Гарсия. Это совершенно другая история. Значит, что происходит в Америке? В Америке сегодня предъявлены обвинения, по-моему, 11 значит, различным лицам, в том числе, если я не ошибаюсь, 7 должностным лицам ФИФА, которые, собственно, собрались сегодня в Цюрихе на свое там какое-то заседание, совещание, и там были арестованы швейцарской полиции по требованию, по запросу американцев. То есть это в один день происходит. Здесь на самом деле о том, что расследование идет, пресса, конечно, может писать, утечки могут быть, но официально данные о том, что кого-то, так сказать, обвиняют по каким-то предъявленным обвинениям, все это происходит вот буквально вот то, что произошло сегодня утром, вот этим официальным предъявлением обвинений, indictment так называемый, публикуется. В данном случае он был опубликован сегодня, и после этого выступила генеральный прокурор Соединенных Штатов Лоретта Линч, которая, собственно, это дело сама и расследовала, поскольку она назначена генеральным прокурором совсем недавно, а до этого возглавляла офис прокуратуры Соединенных Штатов, федеральной прокуратуры в Бруклине, Нью-Йорке, и вела это дело действительно несколько лет. По этому делу один из ключевых функционеров ФИФА, глава американской части ФИФА, подразделения, у него есть свое название, неважно, наверное, ну есть оно. Значит, он признал вину по-моему, в 2013 году он признал вину, значит, и, соответственно, он выступил таким вот, значит, кооперирующимся с обвинением свидетелем, очень важным, который много чего рассказал. И его рассказы, плюс разная другая информация, все это положено в основу тех обвинений, которые предъявлены сегодня. Речь идет о коррупции, о взятках, о, значит, незаконной торговле правами для медийных компаний. Ну, в общем, там очень много всего, там, если я не ошибаюсь, 47 эпизодов. Это много.
Понятно. Вот, Александр, вы еще пока с нами на связи немножко. Я знаю, что вы собираетесь нас оставить, к сожалению, к большому. Но, тем не менее, я хочу вас спросить. Вот то, что касается личности Йозефа Блаттера все-таки. Сегодня мы в самых теплых и восторженных тонах слышим о нем по российским каналам. Нам приводят его высказывания. Например, вот он сказал следующее. Он сказал так хорошо о своих коллегах. Стены, где принимаются решения, не должны пропускать прямой свет, потому что свет должен исходить от людей, принимающих решения. Вот он считает, что от его коллег исходит свет. И более того, на российских каналах говорят, это сегодня я цитирую канал «Россия-24», должно произойти чудо, чтобы Иосифа Блаттера не избрали, потому что за него Африка, за него Северная и Центральная Америка и так далее, и так далее. Вы считаете, что действительно так крепки его позиции и политические, и футбольные, что действительно нет никаких шансов с ним расстаться? Ну, вы знаете, я только могу судить действительно как обыватель Германии, который читает о спорте в первую очередь немецкую прессу. И я должен сказать, что о Бlatтере там позитивно уже давно не пишут. ФИФА считается организацией, которая действительно попала под контроль довольно таких старых или пожилых людей, мужчин в основном, которые все держат под своим контролем, мало кого туда пропускают, и решения действительно принимают сугубо нетранспарентно. Опять-таки, моя точка зрения дошла. Там я не думаю, что в этом братовском деле есть столько много политики. Я думаю, там много коррупции, там нет транспарентности, там где-то, видимо, даже отмывание каких-то денег в 90-е годы, когда эта организация считала, что она может делать все безнаказанно. И мое личное мнение, судя по первой реакции в европейских газетах, то, что, конечно, Блаттер с трудом может удержаться на своем посту, если до годового собрания, которое вот сейчас в ближайшие дни начнется, все ляжет на стол, все станет очевидно. И все станет ясно, что его коллеги или его даже заместитель или бывший или будущий наследник арестован не по случайности, а действительно потому, что за ним тянется шлейф всяких непонятных денежных афер и коррупции. Я думаю, это в первую очередь послужило этому аресту. Все другое, это действительно, к сожалению, с нынешней позиции только спекуляции. Завтра, может быть, совсем еще другая информация всплывет. Спасибо вам огромное. То есть вы так высоко шансы Блаттера на то, что он останется на своем посту, не расцениваете? Я думаю, что у него же нет другого кандидата, который сейчас будет выдвигаться против него, на самом деле. Но это все может очень быстро, в ближайшие часы все измениться. Под впечатлением всех участников этого конгресса и людей, которые принимают решения от того, что и произошло за последние часы. Я говорю, повторяю, арест таких людей, которые, в принципе, являлись богами организации мирового футбола. Такого в мировой истории футбола еще не было. Поэтому всем нам нужно вдохнуть и пережить, и продумать, что на самом деле произошло. Спасибо вам огромное, Александр, за участие в нашем эфире. С нами был Александр Рар из Германии. И мы продолжаем разговор. Вот мы давайте еще раз подведем не то чтобы итоги, но еще раз хронологию этих событий выстроим, что было сначала, да, Сергей, американское расследование. И параллельно, мы не будем путать все эти истории. Было сначала американское расследование, которое касалось совершенно конкретных чиновников одних. Потом случилась скандальная история с голосованием за Россию и за Катар, когда надавили, общественное мнение, профессиональное мнение, надавило на ФИФА, на организацию, чтобы она провела внутреннее расследование. Они наняли для этого американского прокурора по имени Гарсия, и он дал достаточно жесткое заключение, которое они смикшировали, положили в основу своего доклада, и по итогам этого доклада выходило, что не было нарушений при голосовании за Россию и за Катар, и поэтому Гарсия подал в знак протеста в отставку. Он, видимо, вернулся в Америку. 14 ноября прошлого года
года американский прокурор объявляет о том, что у нас есть повод возобновить наше расследование с учетом доклада Гарсии, и мы добудем этот доклад, потому что доклад ФИФА у себя как-то там похоронила и сделала секретным. И 18 числа вдруг вот это вот, как сегодня выясняется, после того, что объявили американцы 14 ноября, что мы будем активизировать расследование, 18 числа, оказывается, Блаттер идет в прокуратуру в швейцарскую с документами и, как сегодня было сказано на пресс-конференции, с тем же докладом Гарсия и требует, чтобы швейцарская прокуратура тоже разоблачила его организацию. Вот что вы об этом знаете, Сергей, про то, что он сам себя... По-моему, это, во-первых, достаточно сильный ход со стороны Блаттера, который будет, во всякий случай, баллотироваться на 5-й срок сейчас, действительно, на днях. И пока, в общем-то, его позиции крепки, потому что действительно нет ему никакого противовеса, не то что достойного, а хоть сколько-нибудь значимого, потому что там иорданский принц баллотируется, но эта фигура для футбола совершенно темная, а люди, кто не первый раз уже, не одни и те же, а разные выступают Блаттера оппонентами, пытаются. В данном случае это был глава Федерации футбола Нидерландов и известный очень футболист в недалеком прошлом Луиш Фигу. Они прикинули свои шансы, поняли, что проигрывать в одну калитку им не хочется и портить репутацию, и решили красиво сняться с дистанции. Но они в пользу принца снялись. Естественно, они оппонировали Блаттеру, когда они шли, потому что, что называется, старик уже немножечко поднадоел. Это естественная реакция, потому что Блаттеру на всякий случай 79 лет. И если он сейчас переизберется, что, видимо, нас и ожидает, то чемпионат мира 2018 пройдет под его руководством, потому что, в общем-то, при нем мы его получили, и, что называется, ему и проводить. Это, наверное, политика, с одной стороны, правильная, потому что, чтобы тот человек, который все это замутил, что называется, он бы за это отвечал. Единственное, я хочу напомнить, что чемпионат мира 2018 нам достался не с бухты-барахты, а дело в том, что ФИФА ведет ротацию континентов, и давайте смотреть, 10-й год это ЮАР, 14-й год это Бразилия, и, соответственно, была европейская очередь, поэтому уже, соответственно, было ограничено в выборе кандидатов территориальном. И плюс ФИФА и УЕФА, как до этого был чемпионат в Украине, Польше, европейский, также дальнейшее движение в сторону Восточной Европы. И мы были единственным кандидатом из Восточной Европы. Поэтому наши шансы изначально рассматривались достаточно высоко. Другое дело, что оппонентом, если брать европейское пространство, выступала Англия, а там, что называется, хоть сейчас этот чемпионат проводи. И вообще там футбол религия, и, конечно, это все компактнее, удобнее. И если сравнивать, скажем так, уровень комфортности проведения чемпионата для того, что называется, простых болельщиков, потому что ВИПам им, собственно, все равно, то, наверное, Англия номинально нам везла много очков вперед, но эта позиция ротационная и взгляд в сторону Восточной Европы, это тоже политика, безусловно, она в какой-то момент перевесила. А уже где там были нюансы, наверное, мы их до конца все равно никогда не узнаем. Для того, чтобы зрители наши понимали, что они сейчас видят, это кадры из фильма немецкого журналиста. Как раз это очень жесткое расследование деятельности футбольной ассоциации ФИФА. Вы можете сейчас их видеть. И у нас на связи Максим из Тольятти. Максим, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел бы просто сказать, что на самом деле политика вместо спорта здесь, очевидно, с российской стороны. А в стране, где ни в каком виде спорта нет в полном смысле слова профессиональных клубов самодостаточных, которые бы самостоятельно приносили прибыль, а не тратили только спонсорские деньги, когда спонсоры преимущественно государственные. Здесь просто без политики быть не может. И когда кто-то в мире пытается подойти с прагматичной точки зрения закона коррупции, который здесь воспринимается совсем как обыденное и нормальное явление, местные СМИ сразу это воспринимают как вражду. То есть, по-моему, картина совершенно естественная. Спасибо, Максим. Я теперь вижу, как вы это видите, но мы, тем не менее, через какое-то время мы вам, может быть, покажем. Идет сейчас очень быстро слепасили сегодня на канале «Россия-24», но уже в 2 часа была такая заставка, мы вам ее покажем, орел американский с крыльями, политика против футбола. Причем политика это, конечно, американцы, а футбол это Блаттер. То есть не политика против коррупции, например, а футбол это мы, это Блаттер, это просто американцы воюют с футболом. Вот в чем со спортом, вот в чем идея сейчас освещения того, что происходит в Цюрихе и в Соединенных Штатах.
Павел, после этого скандала, как вы считаете, это грандиозный скандал, действительно вы тоже верите в то, что Иосиф Блаттер может сохранить свое место на этом посту? Я думаю, вряд ли его в пятницу переизберут, если честно. Потому что если это произойдет, то это будет такой фронтой, дружной из всего мира против, так сказать, расследования, которое ведет Соединенные Штаты и Швейцария, возможно, еще какие-то страны. Вряд ли они на это пойдут. Скорее всего, они, может быть, отложат эти выборы. В общем, дело же не в нем. Дело в том, что на сегодня, в результате этого скандала под вопросом вся футбольная федерация, все ФИФА, весь этот огромный, так сказать, это огромная ассоциация, огромный бизнес. Потому что арестовали действительно ключевых руководителей этой организации. Тех, кто, в общем-то, в закрытом режиме долгие годы этим всем процессом рулил. И там предъявлены все эти обвинения, будет разбираться. То есть в результате Блаттер там останется, не останется. Останется ли ФИФА в том виде, в котором она сейчас есть, как огромная компания, или, то есть она либо подлежит очень серьезному реформированию, если это все эти обвинения правда, то есть если действительно будет потом судом установлено, что это так, или они признают свою вину, как чаще всего случается, то это влечет за собой очень серьезную, как минимум, реформу всей этой организации. Этого следует ожидать. А уж что там будет, Блаттер не будет. Это же просто, в общем-то, чиновник избранный, который давно сидит на своем месте. Я бы так не сказала. Что значит просто чиновник? Это символ, это уже, например, это совершенно конкретный, например, для российской политики, для российской пропаганды, это средоточие поддержки. Это человек, за которым действительно стоят эти расследования, неудавшиеся, несостоявшиеся, касающиеся 18 года и 22-го. Это человек, который прикрывает все, что происходит. Как это все равно, кто будет там находиться? Я не очень понимаю. Я бы сказал так, в связи с тем, что произошло, доприкрывался. Да. Все закончилось, поставлено в этом плане, во всей его деятельности, предъявлены обвинения. Ему они, так понимаю, не предъявлены, возможно, не будут предъявлены, но понятно, что он стоит во главе, в общем-то, как это здесь любят называть, криминальной организации. Или, я бы не стал, наверное, так сказать, переходить на лексику прокуроров, но речь идет о том, что вся организация, все ее руководство подозревается в совершении и обвиняется, только подозревается, уже обвиняется в совершении очень серьезных преступлений, массовых, которые произошли в Америке. Кстати, я хотел бы тут немножко тоже еще пояснить, может быть, это заинтересует, потому что многие задаются вопросом, а почему, собственно, Америка? Почему здесь Америка? В Америке не так, чтобы сильно, так сказать, популярен, европейский футбол, здесь есть свой американский. Так вот, здесь, происходит следующее. Дело в том, что штаб-квартира этой Центральноамериканской, Североамериканской ассоциации, которая является частью ФИФА, она в Майами, во Флориде. И там, соответственно, работали многие из тех, кому сейчас предъявлены обвинения, потому что в латинском мире, латинско-американском мире футбол это очень много, это как в Англии, в самих Соединенных Штатах это школьный спорт, это массовый спорт, но не такой сильно коммерческий. Но в Латинской Америке, в Южной Америке это очень большое. А Майами это, как у нас говорят, столица Латинской Америки. Поэтому США. Поэтому США. Я поняла. Вот только что вы видели, наши зрители, на экранах эту заставку. Вот сейчас еще раз показывают ее футбол. Вот эта заставка, которую сделали на канале Россия-24 очень быстро. Вот он, американский орел, который навис над футболом. И слышали бы вы этот скрежет страшный, который сопровождает этот кадр, ужас. Вот она нависла угроза над всем футболом со стороны американской Фемиды. Тут только нужно какой-нибудь наш такой сельский милый стадиончик. Да, и стадиончик под него, да. Сергей, давайте мы все-таки перейдем к тому вопросу, который, я думаю, больше всего сейчас волнует и беспокоит нашу аудиторию, а особенно он беспокоил журналистов, которые сидели сегодня на пресс-конференции, несколько раз, как когда троллили Путина, несколько раз этому спикеру ФИФА задали вопрос один и тот же. Будут ли пересмотрены итоги голосования по России, по Катару? И он несколько раз убежденно и категорично сказал:
несмотря ни на какие обвинения, несмотря ни на какие расследования, они не будут пересмотрены. На эту минуту никаких итогов пересматриваться не будет. Он берет на себя ответственность, заявляет это. Как вы считаете, есть ли вероятность, с учетом того, что все-таки будет опубликован доклад этого Гарсия, как они уже один раз обещали, сегодня еще раз пообещали, с учетом того, что в этом докладе есть действительно некоторые странности, касающиеся российской истории. Например, не найдена была переписка оргкомитета российского чемпионата мира в 18 между собой, внутренняя переписка и переписка с чиновниками ФИФА, потому что, как сказала делегация, мы работали на арендованных компьютерах, и переписка пропала в этих компьютерах, что совершенно поразительная история. Мы арендовали компьютеры, поэтому никакой переписки нет. Полное впечатление, что уничтожали зачем-то. Вот как вы считаете, почему он так убежден, что они не будут пересмотрены? И считаете ли вы, что это правильно, что не надо их пересматривать? Ну, дело в том, что ФИФА всячески старалась всегда, чтобы никаких обратных ходов не было и прецедента не создавать. Это, наверное, их первый принцип, потому что уже, в общем, тогда надо в самом деле признать, что снизу доверху все было продано, куплено. Вот. Я думаю, что там же, понимаете, Лен, там же очень сложная система, она не только с футболом завязана. Условно говоря, кто-то голосовал за Сочи, а взамен этого кто-то голосует там за следующий чемпионат мира в какой-то нужной стране. Там такая система взаимозачетов, она тянется уже годами и десятилетиями, что, в общем-то, ее порушить, по-моему, под силу ни американскому, ни какому еще правосудию. Вот. Она, причем, она даже не коррупционная, она такая, в общем, взаимовыгодная для очень многих, потому что где-то практикуется зимний спорт, африканцам, собственно, все равно, в какой стране будет Олимпиада, их надо убедить, а за это, вот, условно говоря, в ЮАР вы проведете свой чемпионат мира, который уже провели, за который тоже кто-то будет голосовать, потому что есть еще и альтернативные страны. Вот. Плюс не случайно все вот эти люди, они действительно с 90-х годов работают вместе. Видимо, как сейчас пытаются доказать, начали брать взятки, а потом, что называется, не смогли остановиться. Вот. Но дело в том, что это действительно закрытая каста. Эти люди очень много лет знают друг другу, и то, что кто-то вот внедрился и пошла утечка информации, это в любом случае неожиданно, потому что, как правило, такого не было никогда. Если находилась какая-то паршивая овца, она уничтожалась и пыталась там потом уже, будучи выброшенной, вякать, но никогда ничего у нее не получалось, потому что все стояли плечо к плечу, и шансов практически не было. Вот единичные такие случаи были. Это действительно первый раз, когда такие массовые, в общем, проникновения в самое, что называется, логово организации. Но я совершенно уверен, что такого прямого компромата там быть не может насчет вот, покупки голосов. Да, если то, что нас интересует, не потому что то, что они брали там друг у друга и передавали третьим лицам, это, в общем-то, нас достаточно мало касается. К тому же я, когда вот посмотрел сразу списки, я первым делом убедился, что в них нет Вячеслава Ивановича Колоскова, который, что называется, из той же когорты, потому что у него 15 числа день рождения, а так пришлось бы ему передачи носить, а в другом варианте он может в гости пригласить. Да, действительно. Мы ведь не знаем детали этого доклада, поскольку они не были опубликованы и до сих пор не опубликованы. Но я вот из того, что в прессе появлялось, например, как пример таких косвенной взятки, там увязывался контракт, который получила кипрская, великолепный контракт «Газпрома» с результатом ее голосования. Там был очень маленький по срокам период между этим роскошным контрактом и голосованием, но они сказали, что нет, это не связано. Пойдите докажите. Да, мы получили контракт. Да, мы проголосовали за Россию, но связь доказать это очень-очень сложно. Павел, как вы считаете, после того, что случилось, после этого скандала, после того, что все-таки прокурор Гарсия играет его доклад во всей этой истории такую роль, это будет правильно, если не будут пересмотрены итоги голосования по России и по Катару? Ну, смотрите, у меня есть личное мнение по этому поводу, да, и я думаю, что оно совпадает с мнением очень многих на Западе на сегодняшний день, что из-за агрессии России в Украине Россия недостойна проводить этот чемпионат. Вот, это как бы личное мнение, если хотите. Что касается того, что произойдет, значит, смотрите, до чемпионата еще все-таки несколько лет. Понятно, что таким вещам готовятся сильно заранее, но тем не менее, расследование будет идти.
значит, информация будет попадать в публичное пространство. Я больше чем уверен, что кто-то из сегодня арестованных будет очень быстро, так сказать, соглашаться, или не очень быстро, соглашаться на сделку со следствием и, соответственно, рассказывать все, как было, и сдавать всех своих подельников, как это обычно происходит в таких компаниях. Соответственно, дальше сама ФИФА, да, сама организация, она будет подвержена этому внешнему давлению, и возможно, что вопрос о пересмотре того голосования за Россию и за Катар, которое состоялось, он будет вынесен снова на их какое-нибудь там собрание общее, и там они сами будут решать, так сказать, оставлять в России чемпионат или пересмотреть это свое решение. Вот примерно так. То есть вы этого не исключаете? Вот такого не исключаю, варианта конечно. развития событий? Не исключаю. Интересно. А вы, Сергей, вот по всем ее правилам, по устам, такое возможно, в принципе, теоретически? Теоретически, естественно, этот скандал будут, как сказал Николай Александрович Толстых, нынешний наш глава футбольного союза, определенная группа лиц использует в своих интересах. Но едва ли это возможно. Но мы сейчас все узнаем, я думаю, в ближайшие часы. То есть так, немножко поерничая, у сторонников Зеппа Блаттера есть сутки, чтобы собрать компромат на принца Иордании, вот, чтобы они были в равных категориях. Но если выборы состоятся, если только они не отложатся, и Блаттер на них победит, если они состоятся, он победит, то, я думаю, это все потихонечку будет спущено на тормозах. Просто Блаттер настолько действительно сейчас до сих пор серьезная фигура, что он заткнет эту амбразуру и не даст утечки, потому что если переносить это надо делать все очень быстро, резко и бегом, так и не бывает, чтобы вдруг кто-то взял и подхватил вот это знамя и подготовился к чемпионату там, за эти 2 года. Это практически невозможно. Это тоже будет учитываться в любом случае. Вы теперь все-таки, Сергей, объясните нам систему вот этого голосования. Вот сегодня 2 кандидата. Вы считаете, что этот принц, он очевидно слабый? Это как голосование за президента Российской Федерации. То есть подбираются очевидно слабые соперники, которые точно совершенно не могут составить ему конкуренцию. Вот как так получается, что нет шансов ни у кого, только вот какие-то спарринг-партнеры у этого Блаттера? И не более того, как так получается? В России понятно, как так получается. А как в футболе-то в мировом так получается? Понимаете, примерно та же самая калька. Вот действительно, 5-й срок, кучу лет он там сидит. И такая тактика выжженной земли. Человек не должен себе готовить преемника. Наоборот, надо каждого тюкнуть по голове, да, если кто-то собирается высунуться. И поэтому, когда некие бывшие футболисты вдруг думают, что там красная дорожка тебе постелена, то она вся, в общем-то, шипами еще снизу. Потому что там свои сферы влияния, свои действительно территориальные интересы. Вот. Я не хочу, опять же, приходить там, на какой-то криминальный язык, что там территории поделены, там дань, оброк собираются, но там действительно система взаимозачетов, кто за кого, когда голосовал и где. Потом ФИФА очень богатая организация, она орудует миллиардным оборотом. Если какая-то федерация нищих хочет получить помощь, то, наверное, она может ее получить от Блаттера совершенно официально, вот, потому что они нуждаются в этом развитии. А получит ли она ее, вот эта самая федерация, которая отдаст голос не за него, а другого кандидата, это еще большой вопрос. Но вы считаете, что этот принц — это откровенно слабая фигура? Не будет несправедливо и неправильно, если он вдруг будет, потому что скандал, будет избран он. Понимаете, у него в том самом футбольном мире никакого авторитета нет вообще. У него, может быть, какие-то там голоса сопредельных государств, но это капля в море. А если вот случится то, что, возможно, уже по некоторым данным, по некоторым прогнозам, по некоторым новостях уже 5 конфедераций потребовало переноса выборов, то есть переносятся выборы, возможно ли, что к этому времени подберут, я не знаю, просто я не знаю процедуру, спрашиваю у вас, возможно ли участие новых кандидатов в этих дело новых... в том, что прецедента по откладыванию выборов еще не было, они всегда четко проходили в сроки, поэтому здесь очень сложно сказать, какая она и что может послужить, помимо имеющегося скандала, то есть достаточно ли это основание для того, чтобы выборы отложить, потому что уже к ним сейчас все готово, Конгресс, и вот если действительно будет какая-то пролонгация во времени, тогда, наверное, могут появиться новые кандидаты и вообще новые обстоятельства, потому что я думаю, что если будут откладывать, то уж, наверное, не на неделю, а так, чтобы разобраться, вот, и как минимум, чтобы все ознакомились с этим докладом. Пусть он будет закрыт, но в рамках Конгресса ФИФА, наверное, люди должны знать, что там на самом деле в этой папке содержится.
Павел, вот я хотела спросить также вас. Вы знаете, что существует, конечно, существует, и вы сами об этом сказали, такое мнение, что Россия в принципе недостойна этого чемпионата, что ни время, ни место. Нам нужно как-то постараться разделить эти две истории. Одно дело, она недостойна, потому что она устроила эту историю с Украиной, а другое дело, она недостойна, потому что за нее нечестно голосовали. Это две совершенно разные истории. Они как бы вот сейчас начинают увязываться, что, на мой взгляд, неправильно. Но, тем не менее, считаете ли вы, что вот если такие голоса в Америке, в самих Соединенных Штатах, которые полагают, что этот коррупционный скандал был вытащен на свет и специально, то есть их разоблачили, объективно разоблачили, но для того, чтобы притормозить Россию. То есть если бы не эта история с Россией, и воровали бы себе дальше. Нет, я так не думаю. Процессы эти в американском государстве, они идут действительно параллельно и очень часто между собой не соприкасаются. Шло расследование, оно привязано, так сказать, к деятельности подразделения части ФИФА в Соединенных Штатах. Информации было собрано уже достаточно. И тут совпадение скорее в том, что человек, который сейчас является генеральным прокурором Соединенных Штатов, Лоретта Линч, она сама вела это расследование. То есть ей не нужно, так сказать, играть в какие-то игры, она очень хорошо в теме, она видит, что там, так сказать, реально накопало следствие. Поэтому это не очень все связано. Просто это накладывается на ситуацию, которая сложилась у России с Украиной и вообще с остальным миром. То есть на фоне этого серьезной сейчас, в общем-то, политической конфронтации, фактически возобновленной холодной войны, ситуация с тем, что чемпионат мира следующий по футболу запланирован и должен пройти в России, она очень многих раздражает, напрягает. То же самое, что было перед Сочи, да? Тоже шло вот это возмущение перед Олимпийскими играми в Сочи, что недостойно России проводить. Ну а после Сочи, сами знаете, что произошло. Поэтому сейчас с нашей американской точки зрения произошло то, что Россия еще более недостойна. Поэтому это не то, что подталкивание, значит, ФИФА принять какое-то другое решение, а это просто, скажем так, стечение обстоятельств, пересечение двух, в общем-то, не очень связанных между собой процессов. Угу. Если говорить о письме американских конгрессменов, я его все-таки процитирую. Они именно подталкивали ФИФА не к решению, не избирать Блаттера. Они подталкивали, смысл письма был, я сейчас просто его прочитаю. Они обратились к письмам Конгресса с ФИФА, это Джон Маккейн известный и Роберт Менендес, с призывом, которые сейчас это письмо все время как раз крутят по российскому каналу, показывая, что вот она политика, вот вмешательство. Они обратились с открытым письмом с Конгресса ФИФА, не поддерживать кандидатуру Зеба Блаттера на предстоящих выборах, за его позицию по поводу проведения чемпионата мира по футболу в России. Учитывая поддержку президентом Блаттером проведения чемпионата мира по футболу в России, несмотря на постоянное нарушение со стороны России территориальной целостности Украины и другие вызовы, мы просим вас пересмотреть поддержку кандидатуры президента Блаттера на 5-й срок во главе ФИФА. Мы считаем, что разрешение на проведение чемпионата мира в России послужит поддержке путинского режима в то время, когда его необходимо осуждать. Они напомнили о вооруженной агрессии России против Украины и так далее, и так далее. Но Сергей, мне почему-то кажется, что это решение принималось до украинской истории, или я уже ошибаюсь? Решение о том, что Россия проведет чемпионат мира. Конечно, это было по футболу. В 2011 году, да. Глубоко до, когда, скажем так, режим Путина, может, в чьих-то глазах и не был таким уж кровавым. Да. И увязывать сейчас это было бы совершенно неправильно, потому что это две совершенно параллельные истории. И будем пока честны, что это еще ничем не доказано. Есть подозрения, да, но для того, чтобы они превратились в обвинения, действительно, тот компромат из этой папки, он должен обладать доказательной базой, потому что Павел правильно сказал, что многие сейчас с удовольствием пойдут на сотрудничество со следствием, но тогда там должна быть какая-то действительно выстроена цепочка, и
При этом могут возникать сомнения и в правильности проведения других чемпионатов и честности, потому что если вы купились один раз на чьи-то деньги, то, может быть, это происходило уже не однажды. И неважно, откуда кто вам их заносил, потому что вот тут уже по фамилиям видна куча посредников, а знаете, когда вам, помните, у Довлатова, да, что фигурирует дело о взятке, неужели Боря давал взятку? Говорит, нет, не надо идеализировать Борю. Боря брал взятки в неограниченных количествах. Поэтому откуда бы они ни шли, понимаете, распределение потоков, я не думаю, что оно тут как раз вот политически увязано и было с целью кому-то там обязательно засадить. То есть мы, когда берем нации и делим их на честные и не очень, почему-то вот англичане, когда они проиграли в 2018, на что очень надеялись, и как-то их никому в голову, да, не приходило обвинять их в каких-то попытках подкупа или домыслах. Но когда они наезжали на Россию в этом, понимаете, у них не было, в общем-то, ровным счетом ни одного доказательства. Одни какие-то домыслы, которые достаточно легко разбились. Павел, а тот, что вот вы считаете справедливым это письмо двух сенаторов по поводу Блаттера в той части, где он говорит, что он поддержал Россию, которая вторглась и так далее, и поддерживает вот это вот, занимается сепаратизмом, в то время как все-таки это решение принималось до этой истории с Украиной. То есть справедливо ли инкриминировать ему поддержку России, которая внедрилась в этот украинский конфликт, в то время как задним числом? Ну, смотрите, поддержка России со стороны... Дело в том, что, значит, призывы к ФИФА пересмотреть место проведения чемпионата мира по футболу, они достаточно давно уже звучат. Это-то да. И, соответственно, американские сенаторы, причем это очень такие ключевые сенаторы, да. Причем один из них ведущий республиканец, а другой ведущий демократ. То есть это достаточно важно. Но это, с другой стороны, это всего лишь сенаторы, это же не правительство США. Ну, да, это как у нас члены, типа Жириновский вместе с Мироновым, да, выступили, что-то такое примерно. Значит, они, то есть, достаточно давно звучат эти призывы. И сейчас они поняли, что проблема в президенте ФИФА, в этом, значит, человеке конкретном, которого сейчас будут переизбирать. Они решили, что ну окей, давайте-ка мы сейчас разыграем эту карту, положим на стол такое публичное наше обращение. Видите, президент ФИФА поддерживает Россию, а Россия недостойна, давайте не будем его переизбирать. То есть здесь вот примерно такая должна быть логика, не то, что они... задним числом. Их позиции... Нет, не задним числом, да, конечно. То есть их позиция о том, что Россия недостойна принимать чемпионат мира по футболу, она достаточно давно сложилась. И тут это просто скорее, очередной их заход. Мы, наверное, можем интерпретировать эту позицию так, что они осуждают вот этого президента ФИФА за то, что он не меняет свою позицию, несмотря на то, что Россия вот понаделывала. Вот так, скорее всего. Да. Да, то есть они продолжают, знаете, как в Америке принято лоббированием заниматься. В данном случае два известных сенатора лоббируют Международную федерацию футбола в отношении конкретного вопроса. Публично это делают, не какие-то там, значит, денежки затаскивают кому положено, или там какие-то договоры секретные между собой заключают, как это, как выясняется, было принято в ФИФА, а публично обращаются с таким письмом. Кто-то к ним прислушается, а кто-то скажет, ну, что там эти американцы, нам не указ, мы сейчас дружно там все африканские и, значит, другие непонятные режимы договоримся и все равно поддержим нашего любимого президента. Вы поймите, что такое, так сказать, любая международная организация, которая объединяет все страны мира. Это значит, что там примерно плюс-минус 190 стран, из которых каждый имеет один голос. А страны у нас в мире, они достаточно разные, да, и по большому счету большинство стран в мире, если так считать математически, демократиями не является. Вы знаете, сегодня вот на этой пресс-конференции вообще была любопытнейшая, которую нам полностью показали, перевели быстренько на русский язык синхронно. Было очень любопытно смотреть, следить за поведением журналистов иностранных. Полный зал набился, очень срочно. Это все было буквально через 5 часов после этих арестов. Каждый из них, ну, во-первых,
очень, не каждый, кому доставалось слово, каждый считал, что это неправильно, что Блаттер будет оставаться после такого скандала на своем посту. Какое-то было ощущение подталкивания его к такому решению уйти, на что его спикер говорил, что нет, почему он должен уходить, он не виноват, он не имеет ни к чему этому отношения, он же президент, он вообще не имеет отношения к процедурам, голосованиям, он технически взятки не может брать, потому что он президент, он совсем здесь не... Он просто объявляет решение. Он просто объявляет решение, совершенно верно. Это раз. Во-вторых, они возмущают... Да, он все время говорил такое слово, которое их возмущало. Он спокоен. Поэтому он спокоен. Они говорили, как он может быть спокойным, когда такая жуткая история. А он говорил, я не в том смысле, что он танцует по залу, а он спокоен за себя, у него совесть чиста. И вот, Сергей, он сказал... еще один момент, который он, знаете, просто по принципу своих не сдаем, он сказал, что даже все эти арестованные чиновники, они сохраняют свои места в ФИФА. Они не могут считаться уволенными, потому что по ним нет судебных решений. Да, они арестованы, но не осужден, не виновен. Значит, они все фактически имеют право и голосовать, просто, их, конечно, физически не будет на Конгрессе, это понятно, но они, тем не менее, не освобождаются. Считаете ли вы такую позицию правильной, верной? Если встать на точку зрения Блаттера, то, безусловно, там подготовлена работа, что называется, предвыборного штаба, и ему не хотелось, чтобы она сейчас пропала, чтобы распылились голоса, потому что все, наверное, так уже примерно подсчитано. И Блаттер бы, наверное, много дал, если бы это где-нибудь на недельку бы отнеслось, и после его переизбрания, да, пусть, кто-то там в чем-то запачкался, а вообще неплохие были ребята, мы одна команда, предъявления полноценных обвинений, они все равно будут с нами, мы одна семья и так далее. Это их девиз. Поэтому, наверное, для Блаттера лично, независимо от его пристрастия или антипатии к России, это такой немножечко удар в спину просто по времени. А все-таки вы считаете, что это не случайно, что они именно эти аресты произвели за 2 дня до Конгресса? Как-то уж больно стремительно, все получилось, и редко бывает, чтобы это были просто совпадения. Что такие совпадения. Павел, а как вы считаете, это очень интересно, как вы думаете, это чистая случайность, или все-таки они решили это сделать так показательно за 2 дня до Конгресса? По большому счету, они просто воспользовались тем, что все эти люди собрались вместе в прекрасном отеле на берегу Цюрихского озера. И их утречко там просто тепленькими всех накрыли, чтобы далеко не бегать, потому что, конечно, в Швейцарии это сделать гораздо проще. Там такая четко работающая очень полицейская система и хороший договор между Соединенными Штатами и Швейцарией. Запросили, и те, я воль, пошли и арестовали всех сразу. А то, что они там, это было всем известно, то есть это просто удобно было. То есть это просто... это сделать сейчас. Просто по принципу воровской малины. Знаете, как милиция налет на малину накрывает, потому что... Да, Бладхату накрыли, да. С ума сойти. Когда воры-то собираются на свою, как это называется у них? Сходняк. Сходку. Они их там и накрыли. Что вы, Павел, еще, конечно, интересно все-таки, что вы скажете, что пишут в США о личности этого крота? Как говорит Сергей, который их всех сдал, редчайший случай, когда человек согласился сотрудничать со следствием. Почему он это сделал? Какие причины ему были для этого? Это понятно? Знаете, к сожалению, с личностью совершенно не знаком, не вчитывался в эту часть впервые сегодня, если честно скажу, узнал это имя и всю эту ситуацию. Но я просто знаю немножко эту практику, как это происходит в больших таких экономических преступлениях, да, когда задействовано большое количество людей, которые, в принципе, себя не ощущают, так сказать, то есть они же не воры, не убийцы, да, то есть они занимались себе бизнесом, да, где-то там взорвались, заворовались, что-то где-то, нечестно получили. И когда это падает им на голову, это предъявление, обвинение, они пугаются, бегут к своим адвокатам. Адвокаты им тут же начинают рассказывать, что, так сказать, опять же, это американская система, ты можешь договориться со следствием, и тебе скидка будет. И это же даже в России сейчас большая часть дел решается в некой той или иной форме сделки со следствием, а в Соединенных Штатах это больше 90%. Особенно по экономическим преступлениям. Поэтому то, что здесь произошло, не является чем-то удивительным. Его поймали,
Ему предъявили обвинения здесь, в Америке, по делам американским, связанных с футболом, но тем не менее, это этот регион. И он, значит, пошел на сделку со следствием, договорился и рассказал, соответственно, все, что знал. В результате чего возникла уже возможность предъявления этих обвинений, которые сегодня предъявлены многим другим высокопоставленным сотрудникам ФИФА. Вот то, что произошло. А про Блаттера, вот вы сейчас рассказывали, я не видел этого, значит, эту пресс-конференцию, просто первое, что ему хочется сказать, чтобы он побыстрее пообщался со своими адвокатами и понял вообще, где он находится. А он, вы знаете, он-то как раз ее не вел, это вел его спикер, который за него все это все время проговаривал, что он хорош, он спокоен, мы с ним вместе, ведь он же он 2 раза повторил, что Блаттер сам понес документы 18 ноября прошлого года, так что нет, он не участвовал в пресс-конференции, но за него его позицию озвучил вот этот человек, которого зовут Вальтер де Григория. Вот очень коротко, Сергей, ваш прогноз. На 2 вопроса ответ. Останется ли Блаттер на своем посту? Это просто гадалово такое. Останется ли Блаттер и будет ли проведен чемпионат мира в России? Или это будет отменено и в Катаре? Вот за Катар, что называется, не скажу, а да. Чемпионат в России состоится. И Блаттер будет его открывать и закрывать. Хорошо, мы завершаем на этом программу обо всех этих ужасах, творящихся в футболе. До свидания.